Всех привет, дорогие друзья! Всем желаю приятного просмотра. Погнали! Вот, конечно, начинается Сила-Большелог, разбитая дорога. Главное, погода замечательно. Это очень важно. Дорогие друзья, сейчас будем преодолевать от начала до конца Сила-Большелог. Где я проживаю, буквально от меня отсюда до Вылеба 1 километр. Ну, обратный путь посмотрим, как будет ехать. Тут немножко подъем, небольшой подъем. Ну, у меня, конечно, не очень пониженная скорость. Я хочу вам сказать сразу заранее грубые слова, черный список или бан. Так что не надо. Главное, что погода замечательна. Преодолеваем удовольствием 1 мая. Ну и всем, конечно, еще раз праздником, днем весны и труда. И, конечно, мира. Это очень важно по всему странам. На обочине все-таки более-менее дорога хорошая, а если по асфальту, там вообще разбитая. Вообще невозможно. Велосипед прыгает как кенгуру. Представляете? Никому не нужна вот такая дорога, никому. Дорожники ремонтируют еще. Просто смогут. Просто смогут еще. А новый асфальт давно уже пора. Это уже асфальт 40 лет. Сейчас пешком пойду. Тут немножко слишком крутая. Подъем. Очень крутая. Ну и короткий. Ширина асфальта, конечно, слишком короткая. Как будто одна дорога. Односторонний. Ну, можно, конечно, скорость. Не хочу, просто постоянно он будет, вот скажу вам, скорость, ведочка. Самый высокий, конечно, хорошо едет, хорошо поднимается, да, цепь, вот туда, наверх. А когда будет обратно, она потом тучить будет, ну, немножко. А так все хорошо. И самый большой тоже вот неприятно. Самый большой ведочка. А самая маленькая, вот, самая маленькая, более-менее лучше. И сразу вам скажу заранее, когда-нибудь это удовольствием все.
Да, привет вам. Кто написал, не пойму, как у вас фамилия, кто написал привет. Но главное, что понятное, русский буквами привет, значит привет. Так, пока я еще не прибыл, я тут в Силобой-Груга учился в среднеобразовательных школах, 9 класс. Вон там школа, если вам видно. Смартфон, конечно, не очень передает. О. Даже 1 мая народ, конечно, не любят, по-моему, такой погоды. Но погода, конечно, то дождь, то снегом, просто ужасно. А так сейчас, конечно, солнечно, и так и более-менее остро. Вот левая сторона, вот перед вами, вот это средняя школа. А вот этот интернат было. А сейчас уже спортшкола. Замечательно. Я хочу быстро крутить педали, потому что дорога. Вот эта проблема. Дорога ужасно. Вообще невозможно ездить на велосипедах. Давление шины у меня норм, но можно понижать немножко. А все равно жестко бьет. На описание написал вам. Посмотрите, где у меня, где я сейчас. Посмотрите на описание. Так, ну что, дальше поедем крутить педали. Я более-менее на обочинах все-таки более-менее дорога хорошая. А если по асфальту, ужасно. Ну а там тут, конечно, центральное село. Все-таки более-менее народ гуляют. Я почти уже центральная дорога. Но это все равно дорога считается центральная улица. А остальная дорога, короткие дороги, там вообще без названия. А вот этот храм Николая Чудотворец. Можете посмотреть на браузере, когда это восстановили, когда это было. Это недавно, 10 лет, по-моему, прошло. Восстанавливали крышу и другие внутри. А перед вами, конечно,
Эта сила большая, конечно, большая. Где-то проживающие дома и разрушенные дома. 500 домов более. Вот. Если посчитать все, а если по номерам дома, там от начала до конца, это больница, ПАС, фельдшерская больница. Эта больница недавно просто, по-моему, 3-й год, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. А я думаю, это точно 3-й год уже. Так, еще дальше пойду, вот почти до конца. И посмотрим, как вам будет интереснее. И напишите комментарии, что как у вас качество связи. А то забываю. Ну, я уже полетел уже до конца почти. Но еще несколько, ну, скажем, 1 метр. Если напрямую, то чуть-чуть короче. А если по дорога не ровная, тут надо спускаться вниз, и там уже сила понять. Дорогие друзья, как вам видео связь? Даже мусора даже на дорогах. Ну, то есть ящик, контейнер. А дальше там уже кладбище. Вон там, если вот так прямо снимаю, там уже кладбище. А если вот налево, опа. А если вот налево пойду, там пускается вниз, и там уже конец, все. А вот эта дорога кладбище. На кладбище я не пойду. Немножко жарковато стало. Ветер. Немножко тихо стало. Там внизу, тут немножко небольшой, длинный гор вот спускаться, а потом еще крутой, это считается крутой обрыв. Вот сейчас я пойду сюда, к кругу, посмотрим сейчас, сок выпью, клюква. А то мне один человек уже написал, что
употребляю алкоголь. Нет, это не так. Это сок. Клюква. Так, дальше сейчас, подождите, сейчас. Я думаю, что... Так. На кладбище попозже. То есть в следующий раз. Лучше я пойду сюда, где река. Опа. Тут небольшой пуск. Педали вообще не буду крутить. Она уже едет сама. Очень даже быстро. Вообще ужасно, капец дорога. Разбитая дорога. На обочинах более-менее лучшая дорога. Но ямы очень много. А по асфальту вообще прыгает как кенгуру. Жестко прыгает. Вот туда направо. Вот, или тут налево сейчас потом позже. Если туда направо, там конец. И там в конце пилорама была, старая пилорама. А старая пилорама все продали. А сейчас пойдем налево. Обратный путь. В сторону дороги, главной дороги. Тут рядом река. Давно хотел снимать по деревням, хотя бы один раз прямой эфир. Потому что боялась с самого начала, что некоторые им не нравится то, что я снимаю их имущество, дома и так далее. Вот про это и они против. Анатолий, жаль, что плохо
что станция одна, часть дня и станция. Вот, про это, наверное, пропал связь. А должно быть хватать чем? От начала деревни до конца деревни. Должно быть чем хватит. Значит, МТС тариф не пользуют. Тут уже грунтовая дорога, асфальт уже закончилась. Сейчас посмотрим, почему связь пропал. У меня, конечно, видеосвязь показывает хорошо. Значит, у вас качество связи пропадает. Значит, у меня станция связь МТС. Значит, не хватает такое расстояние даже. Я не пойму. Я ведь не в лесу, а я ведь по деревне, по селу. Ладно. Наверное, будем заканчивать. И посмотрю, как у меня качество связи на этом видео. Всем пока.